Миллиона лет назад, когда людей здесь еще и не было, такая интересная картина, символизирующая бесконечность и пустыню. Оканчивается ледниковый период. И жили здесь только одни мамонты. Вот, пожалуйста, вот это, этот петроглиф с наскальных рисунков, он взят за наш герб республики. Вы знаете, да? Вот флаг, как раз про который мы сегодня говорили с вами. Формирование цивилизации. Да? Почему мы взяли здесь аппликацию Курилова Николая? Потому что он юкагир, родной брат, кстати, Семена Курилова, писателя, а это очень древняя цивилизация. У него потрясающие аппликации, конечно, их стоит тоже посмотреть в зале графики. Предки якутов Курыканы – это эпоха 5-11 веков, когда вот, в общем-то, появился наши предки появились, скажем так, но еще не на территории реки Лены, а в Прибайкалье, за Байкалом. 16 век, вот приходят первые якуты заселять территорию вот современной нашей республики. Первые засельники, как их еще называли на реке Лене, тюрки-курыканы. 15-16 века уже исторически известные личности Амалгой-бай и Эллей, которые заселили территорию Лены, центральную часть Якутии, воевали между собой постоянно. Дом Амагой-Эллея находился в районе Чучур-Мурана, примерно там, где сейчас ресторан Чучур-Муран. Эпоха Тагиндархана уже, конечно, началось. Это первый исторический наш герой, да, который создавал основы государственности нашей республики. Старостина Михаила картина. Ну и, конечно, время русских землепроходцев, когда первые пришли енисейские казаки собирать ясак с местного населения в виде пушнины. Пушнина – это соболь, конечно, мягкое золото еще его называли, да? За Пантелеем Пянда пришел в Бекетов, построил острог, и началась история города Якутска. Но это острог перед вами, это тот острог, который находился на территории театра оперы и балета, второй острог. И картина, самая знаменитая картина Ивана Васильевича Попова. В XVIII век началась христианизация Якутии, да? Вместе с енисейскими казаками они принесли сюда православие. Да? И, конечно, начали активно строиться и школы, и больницы. То есть какие-то положительные моменты христианства, конечно, привнесло сюда. Создание почтового тракта в XVII веке. Сейчас ямщиков, конечно, уже давно нет, но остались люди, остались поселения, такие как Владимировка, например, да? Это все те самые ямщики, которые сейчас, их потомки, и они полностью ассимилировались с местным населением и прекрасно владеют якутским языком. Конец XVIII века, расцвет косторезного искусства. Не расцвет, вернее, а начало косторезного искусства. Якутские косторезы – одни из лучших в мире косторезов, ну, разве что, наверное, вместе с архангельскими, да, еще косторезами, можно так сказать. XIX век – время политической ссылки, когда сюда отправляют неугодных и писателей, и врачей, и учителей, и, конечно, вот самый известный Вацлав Серошевский, знаменитая картина, вот, кстати, на фоне здания, вы, наверное, ее узнаете, это первое кружало деревянное, которого давно уже нет, на его месте построили новое по копии. Время Манчары, благородного разбойника, так сказать, якутский Робин Гуд, да, который, ну, по сути, он разбойник, конечно. Мы его личность облагородили, скажем так. Конец XIX века, начало XX. Вот купечество, они были, конечно, великими меценатами, не побоюсь этого слова. На их деньги строились и школы, например, 5-я школа, да. На деньги купца Соловьева была построена Преображенская первая деревянная церковь. Это были великие меценаты.
Начало 20 века, становление якутской интеллигенции, расцвет якутской литературы и, конечно, ее основоположник Алексей Кулаковский, знаменитый портрет Афанасия Осипова, где он стоит под лиственницей. Это герой картин Михаила Старостина, может быть, вы слышали про такого. У него все картины вот с такими людьми смешными. Да. Это человек севера, человек Арктики, у которого все нужные предметы с собой. И веревочки, и чайники, и трубка, и ножи, и посуда, там в рюкзаке масса всяких вещей. То есть он готов к любой ситуации трудной. На своем пути, он в поисках пути, он в поиске своего предназначения, но он всегда готов к трудностям. Каким и должен быть человек севера. Начало 20 века, вот мы с вами как раз подошли, да, зарождение республики Якутской автономии. Это все картины наших художников. 20-е, 30-е годы, когда развиваются все слои общества, и культурные, и научные, да, и просветительские. Это визитная карточка якутской живописи, «Витязь с невестой», роман Петра Романова. Его имя сейчас носит. Великой Отечественной войны, конечно, не обошел стороной творчества наших художников. Вот Илья Исивцев, с него началась якутская графика. Именно с его работ он был одним из самых-самых первых. Вот, и так же, как Илья Сивцев, Афанасий Мюнхалов, тоже зачинатель графики. Сюд, картина его, да, «Голод», он сам был чурапчинским, и вот семья его была чурапчинскими переселенцами. Это страшная трагедия, конечно, да, и саранча как символ голода вот на его работах. 50-е годы развития якутской промышленности, это алмазодобывающая промышленность, строится Приюйская ГЭС. И, конечно, Олег Ковалевский, вот русскоязычный график, изображал именно вот такие промышленные пейзажи. Ну, знаменитый автопортрет Афанасия Мюнхалова «Думы якута» – это его образ, его лик изображен, и тоже визитная карточка самого мастера. И вот в это время как раз якутская графика, она гремит на весь мир, не только на Советский Союз. В 70-е годы Якутия впервые побеждает на Олимпийских играх. И вот поэтому Афанасий Осипов обратился к такому сюжету, изобразил тренера Дмитрия Порткина со своими учениками. Эти картины есть в галерее академика Осипова. 80-е годы, конечно, вот вы, наверное, это время помните, да, когда каждая семья выписывала по нескольку журналов и газет. Мы были самой читающей страной, как говорили, да. Сейчас, конечно, уже такого нет. И вот молодые, кто это время не застал, они, конечно, этого даже понять не смогут. Ну, 90-е годы, да, когда в Якутии приняли декларацию о государственном суверенитете. Смотрите, какая картина интересная, Айгы Синий Харал. Опять же, белый круг, да, символический белый круг на серге. И круг этот держит серге, наша тоже такая сакральная канавес наша. Вот, пожалуйста, флаг. И в создании флага принимал участие Михаил Старостин, автор этого человечка. Именно его проект победил, и с его эскиза сделали флаг. Вместе с другими художниками он работал над этим. Время 2005 год, когда Аланхон стал шедевром ЮНЕСКО, и, конечно, главный герой Аланхоня Гумбону, его рисовали практически все художники, все графики, каждый по-своему, со своим видением. Ну, вот знаменитая Валериана Васильева картина, он рано очень умер, Валериан Васильев, но оставил после себя очень богатое наследие. Это 22 год, вот уже принята автономия, да, и человечек дошел до конца, скажем.